Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В рамках расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Стамура Шамба, Алхаса Авицба и Доминики Акертава, имевшего место 22 ноября 2019 года на набережной в городе Сухум, установлен еще один причастный к совершению данных преступлений. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. В розыск объявлен уроженец села Арсадзых Ачамчирского района, житель города Сухум Бганба Беслан Тотович, 1982 года рождения. Соответствующее постановление направлено Следственным управлением Генеральной прокуратуры в МВД. В декабре прошлого года прокуратурой города Сухум также было направлено постановление об объявлении в розыск Чкадуа Эрика Юрьевича. По данному делу в настоящее время арестованы Дато Ахалая, Димур Ахалая и Аслан Блабба. В ночь на 12 февраля в Сухуме произошел пожар. Загорелся билетажный жилой дом по улице Заречная. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 4 часа 34 минуты. Огонь тушили 3 пожарных расчета. В результате пожара сгорела одна комната. Остальная часть дома покрылась копотью. Пострадавших нет. Взрывоопасный предмет выстрел к противотанковому гранатомету РПГ-7 времен Отечественной войны народа Абхазии был обнаружен при погрузке гравия из русла реки Мок, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. Обнаружившие снаряд сельчане обратились в МЧС республики. Прибывшие в село саперы обезвредили опасную находку на месте. Международному фонду АПСНА исполнилось 5 лет. За это время благотворительная организация подготовила и реализовала немало проектов, направленных на улучшение демографических, социальных, культурных и других условий, а также способствовала участию представителей абхазской диаспоры в социально-экономической жизни Абхазии. К юбилею фонда в Сухуме прошло мероприятие, на котором были подведены итоги. Репортаж Гугуцы Вардания. Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, и возможности добра станут безграничными. Именно этими словами Фазиля Искандера было открыто мероприятие, посвященное подведению итогов работы фонда. И действительно, количество добрых дел, реализованных организацией во взаимодействии с неравнодушными людьми, сложно перечесть. За 5 лет работы благотворительный фонд оказал помощь почти 5,5 тысячам нуждающимся и 94 организациям. Осуществлено 8 благотворительных проектов. На все эти цели израсходовано более 55 миллионов рублей. Очамчира ганахала, Кварчал ганахала, Гагра, Гдота, Акытакураны. Ацхира исто хавалар дарирачу. Амаз ихалчазала Апсны район Кораны, Харахавалар, Рыбста зары дачапыт ейхандыз. Харахамиштах яева ахучка, Рутаглазаш яхай бзехандыз ха, Убриза аусура халагана, Хушук суйнус хала, Аба, Искин гипред как ацехи. С момента своего создания Международный фонд АПСНА осуществляет проекты, направленные на сохранение традиций, решение вопросов демографии, репатриации, социальной сферы, а также экономики и инвестиций, культуры и просвещения, молодежной политики. Проведено порядка 10 круглых столов, конференций и международных форумов по актуальным вопросам международных отношений, проблемам экономического развития, вопросам сохранения традиций и обычаев. Одним из самых важных направлений в своей работе представители фонда считают благотворительность. С 2015 года Международный фонд АПСНА разработал и реализовал программы и проекты в социальной, гуманитарной и культурной сферах деятельности, среди которых 8 постоянных проектов. Первым и главным является Аниамалыки, который направлен на поддержку молодой мамы по уходу за малышом. Семье, имеющей ребенка в возрасте до 6 месяцев, фонд дарит набор, так называемый материнский пакет, который состоит из предметов и косметических средств, предназначенных для младенцев и их мам. За весь период существования проекта материнский пакет получили 3670 малышей.
Сотрудники Международного фонда АПСНы уверены, что счастливые люди рождаются в счастливых семьях. Поэтому работа организации в этом направлении очень важна. В рамках постоянного проекта АПИПШ оказывается помощь многодетным семьям. За годы существования фонд поддержал 29 таких семей. Особое внимание АПСНы уделяет и постоянному проекту Агубзира, который направлен на решение вопросов здравоохранения и поддержку реабилитационных центров страны. За 5 лет было организовано 7 визитов детских врачей из города Ереван, в ходе которых бесплатно обследованы и проконсультированы более 600 детей. Операции и необходимое лечение получили 20 детей с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И вот после операции, когда уже я видела, что дети, те, кто не ходил, делают шаги. Те, кто ходил, делал какие-то шаги, ходят лучше. Знаете, здесь не могу сказать, что переполняло какое-то чувство, но как-то ощущала себя, что мы что-то мы сделали, мы что-то можем. Фонд АПСНы – это множество неравнодушных людей, объединенных одной целью. На юбилее благотворительной организации присутствовали и друзья, те, кто на протяжении 5 лет оказывает всестороннюю поддержку. Им были вручены памятные подарки. Биофарм-компания с первого дня вместе с нами большую помощь оказывает по всем реабилитационным центрам, которые есть в Республике Абхазия. Спасибо вам за то, что у нас есть такие друзья, такие коллеги. Благодарю. Международный фонд АПСНы был создан 12 февраля 2015 года. С этого дня сотрудники благотворительной организации пытаются помочь людям в решении жизненно важных проблем. А самая лучшая награда за работу – это счастливые улыбки на лицах детей. Гуцавардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Абхазском институте гуманитарных исследований прошло обсуждение сборника «Боевые действия в грузино-абхазской войне. Документы и материалы», автором которого является историк Велико Пачулия. Помощь в издании сборника оказали Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашера и Абиги. Репортаж на Алыкове. Сборник «Боевые действия в грузино-абхазской войне. Документы и материалы» состоит из 2 томов. В первый том вошли документы, касающиеся создания военных структур и назначения высшего командного состава вооруженных сил Абхазии. Это постановления и указы председателя Верховного Совета, приказы и распоряжения Госкомитета обороны, главнокомандующего и командующих вооруженными силами, приказы и распоряжения министра обороны и Генштаба. Тут материалы, тут то, что необходимо о истории войны. Мы знаем во время войны, что было с нашим архивом, чтобы и в будущем не было таких, то Велико Мджитович, историк, известный военный историк, перед собой поставил такую задачу – издать в 2 томах. Сборник состоит из 4 разделов в соответствии с периодизацией Отечественной войны народа Абхазии, введенной самим автором. Первый период – это освобождение Гагры, начало коренного перелома в ходе грузино-абхазской войны. Второй – постепенное затухание стратегического наступления грузинских войск и возрастание возможностей абхазской армии для перехода к более активным и решительным действиям. Третий период – июльская наступательная операция, захват стратегических высот над Сухумом, коренной перелом в ходе грузино-абхазской войны. В заключительном разделе рассказывается о сентябрьской наступательной операции, освобождении Сухума и окончательной победе над грузинскими оккупационными войсками. Эта книга показывает, как создавалась абхазская армия. Точнее, здесь структура армии. В этой книге почти весь командный состав абхазской армии можно увидеть. То есть эта книга должна показать, что у Абхазии была своя армия. И была создана эта армия по своей структуре. Она выше и намного выше
была, чем грузинская армия. В сборнике также приведены обширные данные о добровольцах из Северного Кавказа и Юга России, которые с первых дней войны по призыву Конфедерации горских народов Кавказа стали прибывать группами и в одиночку для оказания братской помощи абхазскому народу. Конечно, война была здесь, война была против нашего народа. В первую очередь на защиту своего отечества должен был встать наш народ. Но вместе с тем мы не должны забывать о том, что рядом с нами встали добровольцы из Северного Кавказа, из ближнего зарубежья. И о их вкладе уже известно много, и по достояниям общества еще не все сделано. Но я хочу сказать о том, что, ознакомившись с этим сборником, я была в этом убеждена, но все-таки еще раз убедилась в том, что их поддержка была значимой. Самая большая проблема в ходе составления сборника состояла в том, что некоторые документы, в особенности первого периода войны, не попали в архив Минобороны. Подтверждением этому является полное отсутствие документов Бзыбского оборонительного рубежа или Гагарского фронта. Во второй том сборника войдут документы Гумистинского и Восточного фронтов. Это приказы и распоряжения командующих видами и родами войск, приказы и распоряжения командиров частей и подразделений. Наала Кови, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Документальный фильм «Зыхцнагу», посвященный общественному деятелю, ветерану Отечественной войны народа Абхазии Эдгуру Харази, был презентован в администрации Гулрыбского района. Автор фильма – профессор АГУ, журналист Екатерина Беби. Презентацию посетили представители общественности, боевые товарищи Эдгура Харази, его друзья и коллеги. Репортаж Саида Джарсалия. Фильм хронометражом в 40 минут рассказывает о жизни и деятельности Эдгура Харази на протяжении 60 лет. Автор отразила сложные периоды в жизни героя и его участие как в национально-освободительном движении абхазского народа, так и в Отечественной войне. Екатерина Беби рассказала зрителям о возникновении идеи создания фильма, отметив, что в ее творчестве ветераны и участники Отечественной войны народа Абхазии, которые ценой своих жизней отстояли свободу и независимость Родины, занимают важную роль. фильм гизахгарцаха яра мабачики сара акалик сахаду яханабхгара канаус звуит убриакунпи уяд касталас фикалот шисфацха абас мабачики сынта яха пиам шизу яра ханивек шипсих ихцвит. Зрителям была представлена и деятельность Эдгура Харази на государственных должностях. После просмотра фильма Эдгур Харази поблагодарил автора и собравшихся за проделанный труд и отметил, что в будущем готов служить во благо своей родины. Эдгур Рафетович Харази долгое время возглавлял администрацию Гулрыбского района, затем был назначен министром сельского хозяйства, был депутатом Народного собрания 4-го созыва. С октября 2014 по 2019 годы занимал должность главы администрации города Сухум. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Мода ли сейчас среди молодежи читать? Этим вопросом задаются во всем мире. То, что читать, несомненно, нужно, молодые люди не отрицают. Однако читают ли они? В основном предпочтение отдается другим занятиям – телевизору, общению в интернете или игре. Как же юноши и девушки Абхазии относятся к чтению? Ответ на этот вопрос попыталась найти Сария Кварацхелия.
К сожалению, в наши дни чтение не очень популярное хобби, особенно когда в мире преобладают инновации и вокруг много гаджетов. Многие забывают про книгу, в которой хранится нечто интересное и таинственное, уделяя все больше времени соцсетям и видеоиграм. Однако же есть та 10-я часть молодежи, которая любит читать, открывать для себя новые миры и, конечно же, по-новому мыслить. Сабина Дженя книголюб. В копилке у этой молодой девушки более 80 прочитанных книг. С самого детства чтение занимает особое место в ее жизни. Я человек, который хочет постоянно совершенствоваться, узнавать что-то новое, и книги во многом сформировали меня как личность, мое мировоззрение. Очень сложно выбрать одну книгу из того количества книг, которых я уже прочла, но я для себя выбрала самую наилюбимейшую книгу. Это «Смирительная рубашка», автор Джек Лондон. Я буквально восхитилась этой книгой, и меня эта книга очень долго отпускала. Я очень часто ходила в библиотеку, я могла брать одну книгу, прочитать за день или за два, но учитывая то, что я уже работаю и продолжаю учиться, у меня нет столько времени ходить по библиотекам, и я пользуюсь интернет-ресурсами, то есть можно найти абсолютно любую книгу в интернете, то есть у меня есть приложение iBooks на телефоне, я скачиваю книги онлайн и читаю. На этих книжных полках выстроились сокровища человеческой мудрости. Откровения, которые каждый из авторов шлифовал годами. Все это здесь, прямо у нас под рукой. В книгах заключено особое очарование. Они способны вызвать неповторимые ощущения, дать добрый совет и стать настоящим другом. Сохранила ли книга свои функции сегодня? Может ли влиять на сознание людей так же, как, к примеру, в 19-20 веках? Ведь сегодня мы живем в так называемом информационном пространстве. Чтение, в принципе, занимает огромное место в моей жизни. Больше всего на свете я обожаю читать. Я люблю читать везде, всегда, при любых обстоятельствах. Но бывают такие моменты, когда ты зачитываешься книгами, прям читаешь их взахлеб, и ты полностью ими наполнен. Вот тогда ты перегораешь, и тебе нужно, не знаю, какое-то определенное количество времени, чтобы наконец-то дойти до книги и опять начать ее читать. Так очень часто бывает, как раз таки я в таком моменте, когда вот я перечитала и не могу потом продолжить это делать. Я также люблю читать на английском языке, зарубежную литературу. В основном это «Гордость и предубеждение». Я ее перечитываю несколько раз, вот в месяц могу 3-4 раза перечитать ее. Это вот всегда моя вот настольная книжка. У меня есть мечта собрать полную коллекцию Джоан Роулинга, ее книг. У меня уже есть одна часть, это «Гарри Поттер и дары смерти», вот, и я хочу как бы добавить в коллекцию все остальные ее книги. Если вы любите читать и интересуетесь книгами, то наверняка заметили, что в последние годы окрепло так называемое блог-сообщество. И в Абхазии есть десятки блогов на разную тематику. Одни ведут бизнес, а другие делятся личным читательским опытом. Учитывая отсутствие книжных магазинов с новинками литературы, приходится черпать информацию в просторах интернета. У блогера Оксаны Лазаря в книжном аккаунте в Инстаграм 1500 подписчиков. На своей странице девушка высказывает свое мнение о прочитанных книгах и делится впечатлениями. На мой личный аккаунт в Инстаграме подписался такой же книжный в Абхазии, и у меня возникла идея, что я могу сделать это, может, лучше или удобнее для людей. И мне нравилась возможность, что я буду привозить книги, что можно их увидеть. И моя любовь к книгам сыграла как бы в этом роль. Обычно заказывают разные книги, абсолютно разные, нет одной, которую чаще заказывают. Часто заказывают только классику вечером, например, «Собор Парижской Богоматери», «Три товарища», «Гордость и предубеждение», портрет Дариана Грея, по-моему, все любят эти книги. В последнее время нравится читать авторов японского происхождения, таких как Мураками, Кадзуо Сигуру или Рута Зеки. Вот это не нравится в последнее время. В списке нет ни одного абхазского автора, стыдно за это, но не знаю, так получилось. Есть интерес, и читают очень разную литературу, даже иногда удивляешься, что кто-то такое читает. Это очень хорошо, мне кажется. Это учитывая то, что у нас есть и другие такие же странички, как моя, и некоторые магазины в городе. То есть если все это соединить, получается, мне кажется, очень много читают люди у нас. Еще одна студентка Абхазского государственного университета Кама Кубахи ведет в Инстаграм книжный магазин Books in ABH. Ее страница достаточно востребована. У Камы 2000 подписчиков, книги для которых она доставляет из Москвы в течение 2-3 дней. По окончанию университета нам хотелось иметь свое дело, которое одновременно приносило бы и удовольствие, и доход. В голову пришла идея открытия онлайн-магазина.
Страница наша существует относительно недавно, с октября месяца. Если честно, мы не ожидали, что в Абхазии так много читателей именно печатных книг. Большую активность у нас составляют молодежь, но и старшее поколение не отстает. Обычно у нас заказывают зарубежную литературу, но и детские книжки бывают, книги по саморазвитию, по психологии. В наши дни популярностью среди молодежи пользуются аудиокниги. Изначально их стали делать для тех, кто предпочитает воспринимать информацию на слух. В этом случае, благодаря интернету, книга, наоборот, нашла новую форму существования. Ведь книга – это не обложка и страницы с буквами, а тот смысл, который живет в ней. Более того, теперь книги не обязательно быть изданы, чтобы дойти до читателя. Я как-то предпочитаю аудиокниги. То есть можно и слушать, и заниматься какими-то своими делами. В наше время чтение как-то, наверное, на второй план отошло в классическом его понимании. Мне кажется, особенно сейчас чтение – это такая вещь, тебе надо начать, чтобы тебя обратно затянуло. То есть тебя надо как-то, ну, например, вот сейчас вот этим репортажем вы как-то заново распалили мой голод к книгам. Я сейчас, наверное, даже в книжный пойду, без шуток, что-нибудь себе присмотрю. А так в повседневной суете как-то это забывается об этом. После знакомства с книгой многим интересно увидеть ее экранизацию. Мы решили узнать, что же предпочитают наши граждане – прочитать книгу или все-таки посмотреть кино. Здравствуйте, книги или кино? Книги. Ну, вообще-то двоякое, 50 на 50, но больше книги. А вы? Ну, в основном книги. Девушка, здравствуйте, книги или кино? Книги, безусловно. Здравствуйте. Книги. Здравствуйте. Книги. Что вы предпочитаете, книги или кино? Книги. Кино? Итак, мнения разделились, но итог один. Книга – неисчерпаемый источник знаний. За каждой обложкой скрывается неповторимая история со своими героями, событиями и атмосферой. У чтения огромное количество плюсов. Для современного человека это еще и отличный способ вырваться из рутины и погрузиться в иной мир. Сария Гварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По информации Гидромедцентра, 13 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами снег с дождем, возможен снег, гроза. В предгорьях и горах ливневый снег. Температура воздуха ночью +1,6, днем 2,7 тепла. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.